Ух ты! Если смотреть по следам, вот так сел, он широким своим хвостом вот так снег сгреб, потопал, решил здесь зарыться. Туда зарылся, а это он зарывался. Почти метр под снегом прошел, прежде чем устроился на ночлежку. Ну, тут такую я мину сделал. Прежде чем взлететь, выйти и пойти, потом взлететь, голову высовывал. Слушай, точно, наверное, от меня. Посмотрел, сказал, какая-то редиска едет. Когда сверху снег разбил, вышел и потопал к своему взлету. Но я мину, будь здоров, сделал. Две дороги. Глухарь шел, тонул, и я шел, тонул в снегу. Но у меня поширше и побольше траншея получилась. Так, ладно, едем дальше. Последний, кто по этой дороге ехал, взял и свежеупавшее дерево объехал. Ну, а мы сделаем доброе дело. Что я зря пилу, топор убрал, что ли? Восстановим дорогу. Сейчас мы тебя уберем. Так. Так. А это и пилить не надо. Ну, как-то так. Фу. Красота. Дорога сворачивает на старую лесовозную дорогу, а у меня по профилю прямо. Ну, дальше целина. Едем по целине. Нормально? Нормально. Значит, едем. Ура! На свой бугор выехал. А где спускаться? Так, вон то болото, это наше болото. Вот эта площадка, похоже, была для геодезической вышки в советские времена. Давно все в пыль превратилось. Для знакомства сначала съездим направо. Кручу. Так, ну что, перекур 5 секунд. Не для меня, для собаки. Мне кажется, что нагреваться начало. Солнце достаточно давно светит. Наверное, температура... Ух ты, каким жаром пахнет. Чехол в такую температуру вредно для здоровья. Вот, блин. Сделали под капот заброс снега. Покатушки практически уже кончаются, а в будущем году передвину, чтобы снег было снаружи. И отверстия, чтобы кидать снег внутрь, не было. Больно проблем много с ним. Ну что, с утра холодновато было. Но сейчас весенняя часть зимы снимаем. Ну, отдыхай, остывай. А метель сделала свое дело. Местами снега выше, чем эти самые. Не могу сказать, что по пояс, но близко. Ниже пояса 25 сантиметров. Чайку, что ли, попить? Чтоб чай попить, надо до санок дойти 5 шагов. Какие сейчас шаги, блин. Офигеешь с каждым шагом. Посидеть и то ладно. Ну, да, крутая горка, блин. Может, я ошибку делаю?
с другого болота в это болото ручей стекает. Может, зря туда еду, развернусь, да в другую сторону съезжу. Ладно уж, доеду. Слишком высокий, крутой бугор. Да, по-моему, тут никакой снегоход не поднимется. Пускай даже 200 сил будет. Неделю назад на это болото доезжал, мой след замело. Да, шикарная метель. Надо все-таки смерить, какая тут... Сколько снега-то намело? 1 метр 2 сантиметра. Да, шикарно. Сейчас просто так не погуляешь. Через 100 метров зарежешься и проклянешь все на белом свете. Так, ну что, как выезжать-то будем? Ура! Нашел, где народ ездит. Ложбина достаточно нормальная. Ну, придется скатать за санями. Сейчас налегке, в легкую. Главное у нас найти было дорогу. Дорогу нашел. Сейчас она у меня абсолютно ясна. И по сути дела пробита. Да, на снегоходах бывают моменты, когда реверс во как нужен. Но он стоил на 35 тысяч дороже 2 года назад. Плюс стремился максимально облегчить снегоход. Придется вручную поворачивать. О, а тут не понял. О, достаточно плотный там снег. Если бы не шевельнулся, меня удержал бы. Но в принципе плотный слой снега, который образовался к концу февраля, и особенно в марте, не дают утонуть снегоходу, особенно если налегке. Лыжа 4 сантиметра тонула, плюс снегоход 10. Ерунда. Нормально идет налегке. Ну что, поворачиваем тебя. Вот реальная у меня мысля приходит опосля. Если бы я лыжи приготовил, сейчас в легкую на лыжах бы скатал. Ох, а сейчас, блин, пробиваться. Ох, мама мия. Ну, судьба. Нормально. Не даром лыжи придумали. Ну, где мои следы? Фух. Дошел. Пока дошел и такую траншею выкопал, все калории потерял. Ну, где ты там? Поехали. Смеряем на болоте, сколько тонет снегоход. Лыжи тонут 6 сантиметров, снегоход плюс 7 сантиметров. На болоте нормально идет. Так что тот плотный слой снега, который образовался, выполняет свои функции, держит. А этот новый верхний сильно заметной роли не играет. Ну что, пора домой. Приехали. Ну, посмотрел я дорогу. В принципе, в избушку можно съездить. Снега местами намело, будь здоров, но плотный слой снега остался. И он достаточно хорошо держит. По крайней мере, мой снегоход легенький. Дорогу посмотрел, примерно представляю. Почти 4 километра сэкономлю. И самое главное, заглянул там, где глухариные така. Следы глухарей есть, но что они чертят и какашки роняют с деревьев, не видел. 100% зимняя повадка. Сел, переночевал, прошелся 5 метров, полетел. Ни чертей, ни коянпу, таковых деревьев не видел ни одной. Ну, один след глухаря снял. И все следы такие. Да и какой ток, минус 21 градус. А метель снег для снегоходов не испортила. Нормально можно ездить.